лучше всех против нас воевал кто? Наши местные, наши соседи. Потому что они тоже были немножко мотивированы. Единственное, что я почему говорю, что у них мотивация была, но вот такая маленькая. У них не было могил предков. Вот это большая разница. Жизнь была очень непростая. Естественно, были такие ситуации, когда на самом деле все приходилось начинать снова, с нуля, как ты сказал. Тем более, что мы прошли такой сложный этап нашей жизни, как война. И война, соответственно, тоже внесла какие-то коррективы. У меня все было расписано с 9 класса. Вот на самом деле в 9 классе я сел, взял лист бумаги и расписал, что в таком-то году я поступлю, в таком-то году я начну работать, в таком-то году я заработаю первые деньги, в таком-то году я женюсь. И все у меня шло день в день практически, да, ну не день в день, но год в год точно. Это, я думаю, мамина заслуга. Она меня с раннего детства всегда приучала быть четким, правильным, все делать вовремя, размеренно, распланировано. Вплоть до того, что, вот, ну, условно говоря, там, положено мне было там, 30 копеек в день в школу. Она мне могла дать сразу 3 рубля и говорит, вот 3 рубля твои, 10 дней ты ко мне не подходишь. Как ты их потратишь сегодня сразу или завтра сразу, или ты будешь там сохранишь их, это уже твои проблемы. И это была какая-то, не знаю, школа жизни. Да, я вот таким образом, на таком простом примере, да, можно сказать, научился быть вот таким вот, ну не знаю, планомерным. Папа был более, скажем так, более творческий, более мягкий человек. Я бы сказал, слишком добрый для этой жизни. Вот. А мама, конечно, была крепкая женщина, будем так говорить. Сильная характером, краеугольная очень. У нее не было никаких компромиссов. Или белая, или черная. Она была не дипломат. В точностью, да наоборот, был папа. Папа был человек-компромисс, человек добрый, человек, который старался во всем с любым человеком договориться, без всяких потрясений. Вот, видимо, это их и свело вместе, что они вот такие абсолютно разные и создали семью. Та среда, из которой они вышли, она воспитала людей с каким-то повышенным жизнелюбием, с какой-то самоотдачей были люди, которые искренне верили в какие-то высокие цели и добивались их, несмотря ни на какие невзгоды.
У меня, например, да, вот в моей жизни у меня не было ни бабушек, ни дедушек. Папа рано остался без отца. Мама осталась без отца, у нее вообще был репрессирован. Мама прошла вообще через совсем суровую жизнь, когда ее считали дочкой врага народа. Ее с братом в классе сажали чуть-чуть поодаль от всех остальных учеников, и на парте у них стояла табличка «Дети врага народа». Да? Вот с раннего детства они вот через это они прошли. И при этом они были самые лучшие ученики, при этом они добились больше всех остальных в классе. Вот несмотря на такой прессинг с детства. Ну, я думаю, вот эти, наверное, сложности выковали в них такой могучий характер, что они смогли и успевали делать все. Они и папой были, и мамой были, и общественными делами занимались, и творчеством занимались. Честно говоря, вот на самом деле сложно понять, как это все можно уложить. Единственное, что я по себе вспоминаю, могу сказать, что мне в детстве не хватало мамы. Да, вот именно общения с мамой не хватало, потому что вот она была не только моя мама, она была мама, наверное, всего абхазского народа, да, так можно сказать, да. Была, то есть меня возмущался. Вот. Папа старался это все компенсировать, он как-то больше был привязан к семье. Вот. А мама всегда была на какой-то такой волне, общественные какие-то дела были, национально-освободительное движение, всегда на острие, всегда впереди, в авангарде, вот, всегда резко выступала. Ну и, соответственно, вот, как она умудрялась при этом еще и творчеством заниматься, это очень сложно понять, но, по крайней мере, мы видим результат, что она сделала, да, это, что она первая абхазская поэтесса, первая народная поэтесса, лауреат Гулиевской премии. Вот. У папы тоже было очень много различных регалий. Но в первую очередь он запомнился людям как добрый, теплый, отзывчивый человек. Они пытались отнять у рабочего класса всего мира самое ценное, самое дорогое нашего любимого, родного товарища Сталина. Смерть изменникам Родины! Страны не бывалой, холодные дети, сегодня мы гордую песню поем, о партии самой могучей на свете, о самом большом человеке своем. Сложно говорить в 2017 году про то, что было в 30-х годах прошлого столетия. Другая была действительность, другие были реалии, другие были ценности. И насколько они сочетались и были с Апсуара, это все очень сложно. На самом деле, в итоге-то потом выяснялось, что доносительством занимались самые-самые близкие люди. Люди, которые вроде бы жили через изгородь, да, через забор. И при всем при этом они, чтобы выжить, да, вот получается так, чтобы выжить, они вынуждены были доносить. Вот. Обвинять их сейчас в чем-то, это самое простое.
Надо сперва окунуться в те реалии, а потом можно будет понять, как оно и было на самом деле. Но были же другие, которые протягивали руку, которые... Да, мама рассказывала, что вот, например, председатель колхоза втайне от всех ночью, когда уже дедушку моего репрессировали, они нуждались, на самом деле нуждались, вплоть до того, что им кушать нечего было. И он поздней ночью на Орбе привозил им какие-то запасы еды, но при этом очень просил никому об этом не говорить. То есть он вынужден был вот эти свои человеческие поступки скрывать, потому что это фатально сказалось бы на его судьбе и на его семье. Вот. Судить этих людей самое простое, а вот просто не знаю, давайте, я думаю, что... А мама их простила? Она судила? Ну, по крайней мере, я вот не слышал такого, чтобы она вот как конкретно про кого-то как-то вот так высказывалась, говорила, что хотела бы отомстить или что она проклинала кого-то. Вот. Самое интересное, что первый стих, который она написала, был посвящен Сталину. Вот она реальность. Да, вот человек, который перечеркнул, да, вот так наизнанку вывернул ее детство, она ему посвятила свой стих. Вот это и есть наша действительность, вернее, та действительность, да, вот, типа, вот только в призму вот этого можно понять, что тогда происходило. أبسو بويزي تبحث غير كرامتي خجكي حق خشن حايد حتى شمتن حيح خرم وجي عم تجوز عشيكو عم توسي يقن وسي يحرق شيء يلا جازجي تاعشرن رولجي كريجي راكخون سرين كوزاجس بريش قيورة جسناي شوي تدوكو بغراشين كبينير كنا جت يسوي جند سرح زيكون أبا بس تاعشر خيب متسكن وبرح بتصرب شون يلتحوا بروتشكا ناس واحد خانق بزيدهم وبس يزي خزرت شوب حاس سرحون. Конечно, было нелегко. И сказывался наш менталитет. Даже если в глаза ей не говорили, то, наверное, за глаза говорили, что, мол, какое ее дело вообще этим заниматься. Вот, шла бы, занималась своей семьей там, и так далее. Но вот она умудрялась и там, и там, и там успевать. Ну и, видимо, это как-то своеобразно было воспринималось остальными. Ну, несмотря на это, во всем этом она, не знаю, выстояла, будем так говорить, в этом жизненном поединке и состоялась. Для меня, например, я легче воспринимал папину поэзию. Мамину поэзию мне было очень сложно. То есть, если так брать, папины мне стихи больше нравились, а мамина проза. Вот так вот. Ну, я воспринимал, по крайней мере, для себя это комфортнее так. Конечно, они все-таки были коллегами, да, они по перу, и нам доводилось слушать, какие у них происходят прения, что этот стих или это произведение, а вот этот написал так, не так, а вот этого стоит почитать, вот это не, ну, по крайней мере, они чувствовала, что у них есть какое-то единство в этом плане. Ну и если возвращаться, да, к тому, что мы до этого говорили, ну, видимо, они хорошо находили компромиссы. Я очень благодарен судьбе за то, что так получилось, да, что я родился и вырос в таком месте, где вокруг меня были очень достойные сверстники, друзья детства. У нас была очень хорошая, очень сильная компания. Да, просто один лучше другого.
Да, вот так начнешь просто фамилии перечислять. Тамас Берзени, Лаша Зухба, Абзак Гургуля, Дима Гогуа, Игорь Смер, Юра Бармышава, вот так вот Инал Хашик, да, вот просто вот представьте, да, какая-то когорта была ребят. И у нас называли абхазским двором. Хотя в количественном отношении, да, в нашем большом дворе нас не так много было. Но при этом у нас был такой костяк, такая хорошая основа, такая генетика, я скажу, да, у всех, что мы могли быть в авангарде всего, потому что мы могли быть самой сильной боевой единицей, да, вот так, если говорить какими-то военными терминами. Мы как-то друг друга подтягивали, у нас были какие-то свой моральный кодекс, что можно, что нельзя. И это очень все сурово преследовалось. И я думаю, что это выковало в каждом из нас вот то, что в итоге у нас произошло. И думаю, если бы войны не было бы, да, мы бы еще большего чего-то добились бы. Вот. Хороший пример — война, да, практически всех, кого я перечислил, да, они все попали в войну, все окунулись в нее с головой, все достигли каких-то там успехов, наверное, сложно сказать. Ну, по крайней мере, были со своим народом. Были со своим народом и делали все, чтобы эта победа состоялась. Были, к сожалению, и потери. Да? Вот, одна фигура чего стоит — Абзак Гургуля, которая война вырвала из нашего такого кружка друзей. Это очень серьезная была для нас потеря. Вот я думаю, если он был бы живой, и судьба могла быть наша совершенно иначе, потому что очень своеобразный человек, очень сильный человек, очень с внутренним таким стержнем человек был, который и сам был ровный и крепкий, да, и вокруг себя заставлял быть всех в тонусе. Это очень много значит. Самое главное все-таки на войне — это не умение, да, не какой-то там тренинг. Там. На первое место я всегда ставлю, особенно в таких войнах, как локальных, как у нас, да, мотивацию, состояние души, какое должно быть, да, вот неприятие, да, просто мы так выросли, да, что мы не представляли, что вот эти люди придут и наступят на нас. Мы вот просто не могли себе это представить. И настолько мы были возмущены этим, да, вот что вот эти люди, которые вроде жили среди нас, которых мы считали своими друзьями, это правда же, мы же с ними дружили, мы же с ними детство прожили. И вдруг выясняется, что они вот такой камень за пазухой держат, что они с цветами встречают вот этих вот пришельцев, а эти полуголые, обезумевшие, мы же помним это, что за свора к нам пришла. Это дикие люди были. Дикие люди. Нормальных же к нам не прислали. Я с нормальными много общался и по сей день общаюсь. Нельзя взять и такое клише вставить на всем грузинском народе. Я думаю, что к нам прислали отбросы просто. Это была своеобразная шеварднадзевская политика. Да? Он хотел от них избавиться просто. Вот взять, бросить в эту топку войны и вместе с ними, чтобы угорели и абхазцы. Но мы оказались внутренне дисциплинированы, мотивированы на победу. У нас была Родина. Нам некуда было уходить, просто убегать просто некуда было. И мы взяли и выстояли в этой. Это просто чудо произошло на самом деле. Я вот так, если всю войну взять, где-нибудь... Вот даже, по-моему, Мизан приходил, интервью у нас брал.
Да, точно, правильно. Вот Эмма Ходжава у нас брала интервью, и у нее был главный вопрос. Когда мы возьмем город? Я ей говорю, выключи камеру. Убедился, что эта лампочка погасла. Я говорю, Эмма, честно говоря, я не верю. Это был май-июнь месяц, да, это вот где-то вот такое вот после мартовского наступления. Я говорю, честно говоря, не хочу это на экран говорить, но у меня нет внутренней уверенности, что мы сможем победить. Потому что я слишком хорошо знаю, проходил на военной кафедре, знаю, какое должно быть соотношение сил. У нас все с точностью наоборот. Да, там, в живой силе, в технике, в артиллерии, в авиации и так далее. То есть теоретически мы выиграть эту войну не можем. Вот. Что будет, не знаю. Потом говорю, теперь включай камеру, включила. Я говорю, разорвем в ближайшие 2-3 месяца мы будем в городе, увидишь, Абхазия будет свободна. И это произошло. Мы-то помним, хорошо знаем, что лучше всех против нас воевал кто? Наши местные, наши соседи. Потому что они тоже были немножко мотивированы, потому что они тоже знали, что им придется покинуть теплые дома. Да? Единственное, что я почему говорю, что у них мотивация была, но вот такая маленькая. У них не было могил предков. Вот это большая разница. Я все-таки озвучу эту мысль. Да? Мы выиграли войну, но проиграли мир. К сожалению, это наша правда, она такая. У нас разобщенное общество, да, у нас появилась какая-то невероятная, да, неприятие почему-то там друг друга. То есть, если раньше у нас был какой-то внешний источник, раздражитель, враг, да, который нас заставлял сконцентрироваться, прижаться друг к другу, то сейчас наступила какая-то ситуация, да, что мы возомнили, что все хорошо. Я уверен, что мы возомнили, да. Мне не хочется говорить какие-то там, какие-то предсказывать, но давайте смотреть, да, вокруг. Все в этом мире непредсказуемо. Да. Как оно будет завтра, ни один человек не сможет это сказать. И мы находим конфликтные зоны там, где их вообще в природе не должно быть. Бывает так, что в одной семье противопоставляются люди друг другу. И все из-за каких-то мнимых, из-за какой-то политики. Да, вот. Может быть, нам вернуть эту внешнюю угрозу? Иной раз, да, грешным делом, да, я вот даже об этом подумываю, да, вот, слушай, вот нужен нам опять, наверное, этот внешний источник, да, опасности, да, чтобы мы опять подружились, чтобы мы опять забыли вот эти вот какие-то внутренние дрязги наши, да, вот эту вражду непонятную. Сейчас появились какие-то новоявленные герои, да, новые, я их, да, называю, которые вдруг появились в Абхазии с какими-то амбициями, с какими-то запросами. Вот. Для меня они никто и зовут их никак. Но, к сожалению, у них получается, к сожалению, они очень изворотливые, очень хитрые, очень продуманные. Чаще всего у них в карманах очень много наличности, да, и они начинают пользоваться, вбивать клинья между нами. Вот просто наугад возьми, называй любую конфликтную ситуацию, в любой из них ты обязательно найдешь вот этого человека, вот этого злодея, который по-моему, да, по-большому, к Абхазии уже никакого отношения не должен иметь. Ну и что он, если он абхаз? Если он для этой родины ничего не сделал, палец о палец не ударил, все это время где-то находился, пользуясь моментом, зарабатывал. И сейчас вот с такой мошной приехал, и он сейчас должен вот здесь вот править балом.
Я так не считаю. Я так не считаю. Но они все очень планомерно, хитроумно, коварно, абсолютно без никаких там у них моральных преград никаких нету. Слово порядочность для них это на 38-м месте. Цель. Вот им нужно достигнуть, и они этой цели тихо достигают. Долгое время, да, проработал в силовых структурах, в милиции. И мне приходилось наблюдать это своими глазами, когда родственник на родственника, друг на друга, брат на брата, да, готовы перебить друг друга, ради чего, спрашивается. Вот так, если призадуматься, это же все пустое. Да, кстати говоря, если сказать, что это происходило часто, ничего не сказать, да? Это происходило и очень много раз. К сожалению, профессия силовика, она предполагает, да, что нужно выполнять приказы, которые иногда тебе не по душе. Но приходилось это делать. Единственное, что старался, по крайней мере, сделать так, чтобы это не было каким-то кричащим нарушением твоих каких-то внутренних приоритетов. Важны нюансы, важны настроения, важны вот даже как тебе отдавали приказ, в какой форме, какие слова были подобраны, да, и как ты потом вот выкручивался из этой ситуации. Да, потому что разное бывало. Видимо, и поэтому неоднократно я оказывался на улице. Да, потому что я поступал так, как считал правильным поступить. Не вдаваясь, да, в подробности, да, например, то, что вот сегодня, да, вот сегодняшние реалии, которые происходят у меня, они тоже связаны с определенными моими принципиальными поступками. Потому что я считал, что вот здесь нужно поступить именно вот так. Приходилось объяснять, что нарушена будет вообще вся существующая правда. Что если вот поступить так, то просто вот все будет наизнанку вывернуто. Кто-то понимал, сила убеждения, она, скажем так, разная. Да? Кого-то ты сможешь переубедить, кого-то нет. Соответственно, вот этот негатив собирался, количество этих людей тоже, их становилось с каждым днем все больше, 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 больше. Потом каждый из них заложил кирпичик, и случилось то, что случилось. Может быть, то, как они легко воспринимают современную реальность, вот эти вот происходящие события, может быть, так, как они к этому относятся по-философски, да, например, для меня это какой-то там взрыв эмоций. Я прихожу домой, начинаю кипеть, говорить, это так, 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 вот, и сидят дети и с непониманием не могут понять, в чем вообще проблема, да? Вот. Иногда мне кажется, что они вот такие черствые, а потом вот уже когда остынешь, переосмыслишь и начинаешь понимать, что, наверное, вот это и есть правда, да? Наверное, вот что нужно было вот так спокойнее к этому всему отнестись. Вот. Я, например, точно знаю, что один из самых больших моих врагов – это моя излишняя эмоциональность. Да, вот особенно в такой профессии, в которой там, или в тех профессиях, в которых я был, это жуткий враг. То есть эмоции и юрист. Творческих людей. Да, эмоции. Я же юрист. Если бы я был творческим человеком, это одно. Да. Генетика, наверное, все-таки генетика сказывается. Поставим мою семью, посмотрим великих людей. Если внимательно их биографии почитать,
за каждым из них, да, если это, как мы говорим о мужчине, стоит настоящая жена, которая дала ему возможность состояться, которая его не придавила, которая его в моменте вот спасла своей нежностью. Могу сказать, что вот у меня то приблизительно такая же ситуация, да, что мне в этом плане очень повезло. Вот когда тебя жизнь трясет, бросает, да, из угла в угол, и ты приходишь домой, успокаиваешься, это очень много значит. Старшие дети у меня уже как раз приблизительно в таком возрасте, когда они будут, жизнь будет такова, что они должны будут уйти, создать семьи, что я сторонник того, чтобы они жили самостоятельно. Конечно, я им буду помогать, насколько осилю, насколько смогу, но они должны жить отдельной ячейкой, своей семьей, ругаться, ссориться, мириться, но один на один. Я считаю, что это не есть хорошо, когда родители и молодые семьи живут вместе. Это очень трудно, это очень накладывает какие-то определенные моменты. Поэтому вот надо стараться за свою жизнь добиться такого, чтобы в этот момент дать им возможность жить отдельно.